Михаил Бгашба стал политическим лидером Абхазии в сложное время и внес огромный вклад в возрождение ее социально-экономического и социокультурного развития. С его приходом на пост первого секретаря Абхазского обкома партии напряженность в обществе начала спадать. С конца 1930-х до 1958 года почти 20 лет руководителями Абхазской АССР были грузины, поэтому Михаила Тимуровича население Абхазии встретило с воодушевлением. В годы правления Бгашба Абхазию посещали множество именитых гостей. Так, с неофициальным визитом вместе с Никитой Хрущевым в 1963 году в Абхазию приезжал Фидель Кастро. В 1958 году Михаил Тимурович становится секретарем обкома партии. Первый указ, который он издал в 1958 году, избирает его первым секретарем обкома партии. Первый указ, который он издает, остановить налогообложение этнических абхазов. Он первым издал указ, начиная от села, заканчивая работниками обкома партии, чтобы все на руководящих постах были только этнические абхазы. Михаил Бгашба – выдающийся государственный и партийный деятель, ученый, растениевод, писатель, журналист, автор монографии «Растительные ресурсы Абхазии», а также ряда рассказов. По мотивам его литературных произведений режиссером Абхазского драмтеатра Валерием Ковы в 2010 году поставлен спектакль «Горабский писарь», ставший обладателем гран-при на 3 международных театральных фестивалях. Михаил Бгашба перевел на абхазский язык произведение Салтыкова-Щедрина «История одного города», также знаменитое произведение Гоголя «Мертвые души». Его деятельность – это была деятельность человека, который был непосредственно связан с реабилитацией абхазского народа после тяжелейших репрессий, которые абхазский народ пережил. Это, видимо, отдельная, достаточно серьезная и глубокая тема для разработки, потому что благодаря своей особой энергии, своей особой такой вот человечности и таланта он сумел привлечь к себе внимание и получить поддержку руководителей Советского Союза, включая Никиту Сергеевича Хрущева. Многие из присутствующих лично знали Михаила Тимуровича и делились личными историями, иллюстрирующими его принципиальность, мудрость и преданность интересам Абхазии. Эти свидетельства придали мероприятию особую теплоту и позволили глубже понять масштаб личности Михаила Бгашба. Как писал о нем Фазиль Искандер в романе «Сандру из Чегема» и в «Созвездии Козлатура». И было очень много интересного в общении с ним. Но то, что я сейчас расскажу, это в основном то, о чем он мне рассказывал, понимаете? Там, конечно, очень много баек было, очень много всего, но он был интереснейший рассказчик. И, безусловно, был очень талантливый человек. Участники круглого стола отмечали, что жизненный путь Михаила Бгашба является примером беззаветного служения своей родине. Он оставил яркий след в истории Абхазии, его имя навсегда останется в памяти народа. Его опыт и знания остаются актуальными и сегодня, когда Абхазия сталкивается с новыми вызовами и задачами. В рамках мероприятия была организована выставка книг, посвященная жизни и деятельности Михаила Бгашба. Участники круглого стола выразили уверенность в том, что наследие Михаила Тимуровича будет и впредь служить вдохновением для новых поколений абхазских политиков и общественных деятелей. Они подчеркнули важность сохранения памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в историю развития Абхазии. Кундашоу Рамо Камкия, Абхазское телевидение.